1000 квадратных метров экспозиционной площади. Чтобы обойти все ногами, нужно не меньше полудня. В полной мере происходящее можно оценить разве что с высоты птичьего полета. И у самых любопытных была такая возможность. Впервые за те 8 лет, что проходит День поля, этот праздник проводится столь масштабно. Почти 200 экспозиций. Здесь представлены практически все ведущие предприятия сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности региона. Гостями праздника стали 10 тысяч человек. А международный статус Дню Брянского поля придали гости из Гагаузии, Молдавии и соседней Белоруссии. Последние все чаще приезжают учиться передовым агротехнологиям у наших тружеников села. А ведь еще 5 лет назад было совсем наоборот. Брянские фермеры ездили в Белоруссию за знаниями. Я думаю, что есть маленькая заслуга и белорусов. Вот тех рекордных урожаев получается 700 тысяч тонн, потом 1,5 миллиона, 2 миллиона в этом году и замахнуться на 3. Ну, я вам хочу сказать, это очень серьезная заявка. По русской традиции хлебом с солью встречают не только руководители нашей области. Впервые на Дне Брянского поля столь представительная делегация депутатов Государственной Думы во главе с заместителем председателя Сергеем Неверовым. Такой интерес к мероприятию, говорят законотворцы, вполне объясним. Брянская область, она один из передовиков, одна из лидеров, где и современная техника используется, и современные технологии, которые используются, и тот урожай, который сегодня здесь происходит, он как раз вселяет в нас надежду, что мы продовольственную безопасность в нашей стране обеспечим. О Брянской области ходят настоящие легенды. И нужно, конечно, приехать сюда, на землю, опуститься ногами, походить и посмотреть. В чем чудо? Сельхозтехника здесь соседствует со стендами фирм, производящих средства защиты растений. Тут же и продукция предприятий перерабатывающей промышленности. Даже при огромном желании попробовать все просто невозможно. Самое красочное – прилавки народных умельцев. На счастье. А разные игрушки разные звуки издают? Да, разные звуки издаются, больше природные такие звуки, лесные. Птиц, кукушка, соловей. Но главное, конечно, не развлечение, а заключение деловых договоров. Многие прямо здесь находят для себя потенциальных партнеров по бизнесу. День Брянского поля 2017 объявляю открытым. Право поднять флаг Дня поля доверили ректору аграрного университета Николаю Белоусу. Вот уже второй год подряд этот вуз принимает у себя праздник. На опытных полях сельхозуниверситета представлено около 150 сортов различных культур. Примерно треть из них – это картофель. Главная культура для нашего региона. Ранние сорта уже поспели, и их можно оценить воочию. Урожайность до 30 центнеров. Содержание жира 20% и около 40 белка. Главный предмет диалога специалистов во время такой экскурсии – как отразится необычная погода нынешним летом на будущие урожаи. Если мы посмотрим сегодня на поле, видите, как пшеница, она какая хвост налитой. И это происходит на всех культурах. То, что касается того же картофеля, моркови, свеклы, то есть эти погодные условия это оптимальные для роста именно этих культур. Добрый день, Нивка! Добрый день, Нивка! Чтобы погода и дальше помогала селянам, прямо в поле провели древний обряд. Так, песнями и заговорами наши предки задабривали природу. Первый символический сноп срезан, а значит, надо ждать больших урожаев. Игорь Давидович, Максим Юркин, Вести Брянск из Выгонического района.